Приветствует вас на всех языках мира Беклербек Нугай с рассказом о наших любезных, любимых татарах и татаристах. Начинаем свое видео. С карты царства Астраханское ханство. Карта 1811 года. Начиная с этой карты, потому что запоминается в видео и вообще в любом выступлении только то, что показывается в начале и в конце. Но я постараюсь, в принципе, акцентировать внимание на том, что посередине тоже. Вот. Ну что ж, поехали. Наши татаристы, братья, утверждают, что всех в мире называли татарами. Согласен, но это не самоназвание. Я об этом уже говорил много-много раз. Я в этот раз собираюсь вам выдать на гора доказательства того, что я прав, а татаристы абсолютно не правы. Итак, главная мысль этого видео состоит в том, что татарами называли не современных казанских татар, а именно ногаев. Потому что сансыз ноғай были распространены везде. То есть Золотая Орда это равно ноғай. Соответственно, будем искать доказательства, правильно? Вперед. Вот. Есть такой, даже как правильно назвать не знаю, татарин что ли? Ризаэддин Фахриддинов. Вот. У него есть статья о национальности. Соответственно, вы сами можете прочитать, что он пишет, но на всякий случай я вам прочитаю. Название татары нам дали старые московские дьячки, не ведавшие об истории и этнографии. Начиная от русских до французов, все называли нас татарами. А теперь господин Баттал принимает это название. На самом деле мы обязаны не принимать эту ошибку, а исправить ее. Хорошо, что русские нас назвали татарами, а если бы нас прозвали черт, то теперь такие люди, как господин Баттал, сегодня стали бы отстаивать мы не тюрки, а черти. Повторяем, Ризаэддин Фахриддинов о национальности. Но я думаю, что вот эта фраза «хорошо, что русские назвали нас татарами, а если бы прозвали черт, то теперь такие люди, как господин Баттал, сегодня стали бы отстаивать мы не тюрки, а черти». Мне кажется, это должно стать мемом. Мем. Как я говорил уже однажды, не однажды, миллион разды, что татары это иноназвание, экзоэтноним, если по-научному говорить. То есть татарами называли всех подряд, включая японцев, чеченцев, азербайджанцев. Ну, попросту говоря, татарин это слово, как не русский, вот сейчас есть такое слово не русский, да? То же самое татарин. Татарин значит это не русский. Это для русских. А для европейцев татарин это просто татарин. Не знаю, от кого они взяли. То ли от России, то ли что. Ладно, поехали дальше. Ну, это у нас изображение воина. Вот. И теперь смотрите, я тоже акцентирую внимание. Маджму ат-Таварих. Соответственно, видно, что это старинная книга. Перевод Ленинградский орден Ленина, Государственный университет имени Жданова. Восточный факультет иранская филология, выпуск 2. Вот, печати, там все остальное. Собрание истории Маджму ат-Таварих. Это известное произведение, по идее. Издательство Ленинградского университета 1960 года. Вот. Посмотрим, что она пишет в поддержку моей, даже не теории, а доказанного. То, что уже давно доказано учеными, но татаристы этого воспринимать не хотят. Давайте, теперь внимание, кульминационный момент. Читаем внимательно. Раз. Это та страница, да, которая доказывает меня. Можно, конечно, здесь все прочитать. Кстати, интересно, вот, допустим, про Манаса. Возможно, что это Манас был соратником Тохтамыша, к примеру, да? Но я думаю, здесь основное надо прочитать другое. Сейчас мы доберемся потихонечку, не спеша, чтобы успели все это дело прочитать. Вот. В версии получила отражение и деятельность Тохтамыша в Золотой Орде. Упоминается в качестве союзника Тохтамыша Бахр ибн Арун Кипчак. Как известно,
Барин. Подожди, первое слово Ширин, да? Ширин, Барын, Аргун и Кипчак, 4 ногайских рода, впоследствии были известны в Крыму и в Касымове. Ну, там дальше можете сами почитать, соратника Манаса, там туда-сюда и так далее. Но, с другой стороны, давайте дочитаем, наверное. Соратником Манаса показан Баба Али Хитай, который также является исторической личностью. Он был главным беком Абд аль-Карим хана, правившего в Астрахани в конце 15-го, начале 16 веков. Вот. Соответственно, получается, товарищи в Астрахани тоже правили на Нуаи. Это вот, к слову о том, что первое у меня фото было про Астрахань. Я хотел, чтобы его запомнили. И в то же время здесь тоже основное, которое, то, что я говорил, что сердцевина, сердце-то моих слов, доказательств, да, Маджму ат-Таварих. Здесь тоже говорится, что в Астрахани жили нуаи. И в то же время, смотрите, вы, наверное, все знаете, ну, те, хотя, которые немножко интересуются этим делом, все знают, что... И в то же время, братья и сестры, вы, наверное, знаете, да, откуда произошли так называемые татары. Вот. Они же утверждают, что в Казань захватил Улу Мухаммед, то есть Большой Мухаммед, Старший Мухаммед, типа такого. С ним были 4 рода или 4 племени. Как раз вот это перечисленные Ширин, Барын, Аргун и Кипчак. 4 ногайских рода. Это я к тому говорю, что Улу Мухаммед захватил Казань и казанские земли. И, соответственно, там правящей верхушкой был кто? Правильно, нуаи этих 4 родов. Абсолютно верно. И, соответственно, передали свое имя, свое то есть экзоэтноним свой татар. Нас-то называли татарами, правильно? Передали экзоэтноним всем окружающим народам, родам, племенам, или как правильно выразиться. Ну, я думаю, даже родам, наверное, скорее всего. Вот. Соответственно, делайте выводы. Маджму ат-Таварих, ученые на нашей стороне. Смотрим дальше. Здесь вот, наверное, немножко оскорбительно выражено, да? Старикашка Исхаков совсем умом тронулся, запутался окончательно. Это не я говорю, это, насколько я знаю, казахи комментировали где-то. И, соответственно, вот такой вот комментарий я взял откуда-то, сам не помню, где, откуда, честно говоря. И вот этот товарищ, ученик его, самый любимый мною товарищ. Вот. Ну, ученик Исхакова, будем так говорить. Так. Ну, а это уже, конечно же, не Исхаков, а человек, очень похожий на него. Если помните, вот в какой-то сказке там было, чем больше врет персонаж, тем у него увеличивается нос. То вот у этого персонажа, как видите, нос очень, очень длинный. Наверное, врет на каждом шагу. Но, повторяю, это не прокурора, а человек, похожий на генерального прокурора. Если вы помните из 90-х годов такую фразу. Вот. Этот товарищ похож на Исхакова, но это не Исхаков. Поехали дальше. Вот. Соответственно, вот эти товарищи у нас кто? Татары. Марат Баширов, Руслан Нагаев. Почему Нагаев непонятно, совершенно не похож на Нагая. Юлия Валиуллина, Марат Сафин, Данияр Белялетдинов, Чулпан Хаматова. Казанские татары, расскажи им про монголо-татар и орду. Ну, наверное, они... Кстати говоря, какой-то из ученых, даже... это был Марджани. Марджани говорил, что татары... Вот, кстати, он организатор этих татар, так называемых, да? Он говорил, что татары совершенно не знают ни про своих правителей, ни про свой народ, ни про историю вообще происхождения и так далее. Так что вот, пожалуйста, рассказываем казанским татарам про монголо-татар и орду. Наверное, они этого не слышали. Поехали. Вот. Ну, вот это, разумеется, наш половецкий воин. Смотрите одежду, все остальное. Вот. Это одежда, реконструкция. Вот это половецкие бабы. Разумеется, вообще не похожи на татар. Или похожи. На Марата Сафина вообще конкретно похожи, да? Или как вы думаете? Вот. Ну что ж,
Давайте-то вернемся постепенно к Астрахани. Расскажем немножко. Вот царство Астраханское, сейчас борьба идет за то, чтобы местные жители юртовских нугаев, именно юртовских, почему? Потому что юрт это означает местные, коренные, те, которые всегда, всю жизнь, из начала веков жили там. Это люди, там, не знаю, может они раньше были хазарами, допустим, да, но в конце концов они стали нугаями. В конце концов они стали нугаями. И несколько веков провели под знаменем Нугая, были нугаями и так далее, и тому подобное. А в последнее время наш так называемые люди с длинными носами, врущие на каждом шагу, пытаются их переделать в нугаев. Вот. Хотя вот политика татаризации началась она приблизительно в начале 20 века. Соответственно, об этом у меня на канале много видео, у астраханских нугаев на каналах много видео. Подписывайтесь, смотрите, там есть явное доказательство о том, что именно нугаев астраханских переписывали в татары, присылали нам своих учителей и так далее. Поэтому призываю нугаев, я понимаю, что просмотров будет там, не сотни тысяч, это 100%. Татары не все посмотрят, но хотя бы надеюсь, что нугаи посмотрят и поддержат нугаев, астраханских нугаев. Кстати, я вам скажу, прямо жители Астрахани, то есть тоже, которые местные, да, местные татары, местные казахи, кто там еще, местные русские, то же самое, активно поддерживают стремление нугаев к возвращению своего природного имени. Я как-нибудь сниму видео про татар, которые поддерживают, про казахов я уже снял, которые поддерживают нугаев в их стремлении. Ну и русские, естественно, вот Виктор Михайлович Викторин, к примеру. Вот. Так что местные жители все в курсе, что там живут нугаи, и никакие татаристы не могут этому помешать. Большая благодарочка местным жителям. Ну что ж, все, на этом финал. Запомните начало, середину и конец, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.